Ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие друзья. Это «Грозный взгляд». И я с вами, Джамбулат Умаров, попытаюсь раскрыть взгляд на Крымскую весну. Как известно, Крымская весна приходит после лютой стужи. Эта лютая стужа когда-то была у нас на юге России, когда наша Россия с вами только-только превращалась в великую грозную империю, без которой не могла выстрелить ни одна пушка в Европе. И, наконец, 1774 год в местечке Кючук-Кайнарджи великий гений Александра Васильевича Суворова позволил нам подписать мирный договор, по которому отходили новые территории для России, и Крым вступал в фазу своей новой российской весны. Наконец, в 1783 году по высочайшему указу августейшей особы Екатерины II эта весна началась. Крым стал нашим. Да, потом опять наступила новая, холодная, студенная зима. Это уже 1853 год, когда коалиция, состоявшая из турок, французов, англичан и даже Сардинского королевства, они вероломно напали на нас. И тогда неувидаемой славой себя покрыли великие русские генералы и адмиралы, такие как Нахимов и Тот-Лебен. И этот страшный позор, это страшное поражение. Мы долго зализывали раны, пока, наконец, в Лондоне, благодаря дипломатическому гению уже Горчакова, мы вернули себе эти территории. Затем опять в Крыму стало жарко. В Крыму стало жарко от фашистских оккупантов, которых мы пять за пятью, наши с вами советские матросы и солдаты, выбивали из этой священной земли. Мы окропили кровью Крым. И снова этот Крым стал нашим. Снова с победой, с великой победой Советского Союза в Великой Отечественной. Крым снова стал весенним, он стал нашим, советским, российским. Затем эта великая страна распалась по разным национальным квартирам, не стало Советского Союза. И в этой неразберихе, в этом хаосе, когда либералы пытались направить нашу страну по непонятному руслу, когда в этом безвременье мы не знали, кто мы, когда мы теряли свою идентичность, мы потеряли наш с вами Крым. Но наступила новая эра. Эта новая эра ознаменовалась 5 лет тому назад, когда Крым нашел нас, а мы нашли наш Крым. И когда мы, как нормальные и вежливые люди, дали возможность определиться нашей родной земле, и она определилась, наступила новая российская весна нашего с вами Крыма. Теперь он наш до скончания века. Но и у чеченского народа, дорогие мои друзья, есть своя весна. После страшного холодного безвремения, после хаоса, после разгула терроризма и разрухи, появилась наша чеченская весна 23 марта 2003 года, когда благодаря первому президенту Чеченской Республики Ахмадхаджи Кадырову, который стал поистине настоящим национальным лидером, о котором мы молили века, этот человек пришел, и Чеченская Республика сегодня вышла в свое новое весеннее созидательное плавание. Плавание по великим просторам Российской Федерации, в единой семье, со всеми народами, со всеми культурами, со всеми традициями. И Чеченская Республика особым сиянием, она светит сегодня на золотой короне российской державы.